будущее? Смотрите, мне один старик, я записывала как-то у него какие-то предания исторические, и спросила, что вы знаете об ингушах? Он мне сказал, он был Бетиров, моей фамилия, он сказал, вы знаете, когда мы в Азии жили, во всех этих селах жили люди разных национальностей. Немцы, корейцы высланные, ингуши, чеченцы, карачаевцы, больше 10 народностей. И когда мы заходили в незнакомое село, где у нас не было знакомых, мы говорили, ищи дом ингуша, он тебя никогда не предаст. Понимаете? Вот это вот слово для меня очень много значит. Я хочу вот повторить свое пожелание, которое я перед Новым годом, обращаясь к ингушской молодежи, написала в соцсетях на своей странице. Оставайтесь такими же, какими я вас вижу. В самом деле. Я иду по аллее Кадырова, Ахмата Кадырова, все студенты, молодежь сидит на скамье, все встают. Это все приезжие подмечают, так приятно, да. Ни за что впереди тебя не зайдут, будут ждать, пока ты пройдешь в двери. В лифт никогда первым. Вообще, вот, это у нас у многих народов это есть, но не в такой яркой форме, как в Ингушетии. И потом вот дети к тебе подбегают, обнимают на этой аллее. Настолько доверчивые. Взрослым людям, вообще-то вот я хочу сказать, что, особенно. может быть, это даже отрицательное в менталитете ингушского народа большая доверчивость. Они думают, ингушам самим лучше знать. Нет, они думают, что с ними невозможно поступить плохо, потому что они сами плохо не поступают. По себе судят, да? Да. Я так смотрю на многих своих подруг, друзей, и думаю, это не наивность, это, знаете, это настолько великое качество человека — верить. Видеть хорошее. Видеть хорошее и верить в жизнь. Это, я считаю, вот это большое такое чувство, которое заложенное веками в народ. Это же не сегодня родилось, это веками шло, потому что все защищали друг друга. Этот ребенок знает, который меня обнимает, незнакомого человека, что я его буду защищать. Он в этом уверен. Да. И вот мы должны, он уверен, что я везде его буду защищать, взрослые, и мы должны соответствовать его ожиданиям.